Студентка СВФУ стала победителем всероссийского конкурса «Приоритеты развития Дальнего Востока». Ее настольная игра о культуре речи признана лучшей. Почему игра заинтересовала федеральных экспертов, узнаем далее. Игру с названием «Ал-Лукмас. Путь вежливого слова» Валерия Слепцова разработала сама. И в ее основе необычное сочетание якутской мифологии и правил речевого общения. Сегодня в общении молодежи и взрослых все чаще встречается грубость, оскорбление, приказной тон, и это все ведет к конфликтам и недопониманию. Для Якутии эта проблема стала особенно острой, потому что у нас живут представители разных национальностей, и было бы замечательно, если бы каждый из нас научился разговаривать друг с другом вежливо. Игровое поле оформлено в виде священного дерева. Участники двигаются по маршруту, вытягивают карточки и выполняют задания. Здесь важна не скорость и не победные очки. Главная цель – научиться подбирать слова так, чтобы тебя правильно поняли и не возникло конфликта в общении. Мне очень понравилась игра. Она очень хорошо помогает учить именно деловой русский язык. Я думаю, это очень важно в современном мире. Так, а вам как? Ну, я тоже очень понравился, поэтому он помогает нам, которыми изучают русский язык. И вы? Тоже хорошо все? Да, очень хорошая игра. Развивает речь, этику. Проект уже получил высокую оценку на всероссийском уровне. Разработка Валерии обошла десятки других. Авторы планируют развивать игру дальше. Мы считаем, что просто настольная игра в виде карточек уже немножко устарела, и мы поэтому думаем уже перевести в цифровой формат. И, может быть, еще адаптируем под другие регионы, потому что наша настольная игра, она соединяет якутскую мифологию и также, самое главное, это повышение культуры речи, да, молодежи и взрослых. Пока же Ал-Лукмас «Путь вежливого слова» уже сделал главное – превратил научную идею в живую игру, которая учит общению без лишних конфликтов. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.